3 машины, 9 человек и сотни километров далеко не самых ровных дорог. Участники экспедиции на полюс холода выехали из Иркутска 26 февраля. Уже за первую неделю пути у ребят накопилась масса впечатлений. Одно из них – поездка по льду озера Байкал, которая первоначально не входила в планы. Мы были абсолютно к этому не готовы, но справились, я считаю, что достойно и получили отличные эмоции, сняли хороший материал, и многие были на Байкале в первый раз, ну а ехали по льду точно уж в первый раз. В ночь на 4 марта экспедиция добралась до Якутска. В команде путешествуют и 2 женщины. Анастасия Соколова и Владлена Бобровская в шутку называют себя женами декабристов. Не испугавшись трудностей и суровых якутских холодов, они отправились вслед за своими мужьями. Единственная трудность, наверное, постоянно сидеть в машине, потому что очень затекает спина, шея, и есть потом какие-то там осложнения. Да. Мы вот с Настей выходим, постоянно приседаем, ребята кто-то отжимается, то есть стараются какие-то упражнения делать, потому что без этого, конечно, никак невозможно будет проехать. Без подготовки преодолеть сотни километров действительно не получится. Команда планирует дойти до Северного Ледовитого океана через Аймикон. Первую проверку на прочность экипажа прошли по дороге из Усть-Кута в Мирный. Там дороги совсем нет, одна колея. Легковых машин, вот таких, как передвигаемся мы практически не встретили. В основном это идут фуры. Очень много их лежит на обочине, уже брошенные, потому что выехать не могут. Но, по словам ребят, трудности только прибавляют адреналина, ведь вся поездка задумана не ради любования природой. Таким способом члены экспедиции хотят помочь развитию внутрироссийского туризма. И хотя эта поездка только началась, команда уже разрабатывает новые проекты путешествий. Анна Лебединская, Иларион Федоров, Александр Князев. Вести Якутск.